Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В этом году Якутия вошла в топ-10 регионов России по итогам акции «Вода России». Отрадно, что количество участников и добровольцев растет с каждым годом. В целом якутяне неравнодушны к вопросам экологии и охраны природы. Тем интереснее поговорить об итогах деятельности министерства за уходящий год. Гость студии Евгений Перфильев, исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Евгений Андреевич, здравствуйте. Доброе утро. Как организован экологический мониторинг окружающей среды и населенных пунктов региона? Каковы вкратце итоги? Ну, в этом году у нас экологический мониторинг был организован на большей части территории республики, охватом более 54% населенных пунктов. У нас по указу главы мы начали вести мониторинг с этого года в населенных пунктах, где проживает более 200 человек населения. Ну, естественно, это анализирование всех природных сред, вода, воздух, радиационная составляющая. Проводим мониторинг не только в населенных пунктах, но и в зоне действия промышленных предприятий, недропользователей, которые оказывают значительный вред окружающей среды. В районах падения фрагментов ракет, у нас Алданские, Вилюйские районы, Кобяйские районы, ну, до выпусков. Проверяем фоновые показатели, после выпусков уже смотрим изменения. Ну, пока все хорошо у нас на самом деле. Пока все хорошо, то есть каких-то превышений особых нет? Превышений нет. Насколько еще остро стоят вопросы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду? Ну, вопросы, конечно же, стоят остро, особенно в зоне действия промышленных предприятий. С этого года как раз вышли изменения в закон об окружающей среды в части зеленых платежей. Наверное, многие об этом слышали. Это у нас сейчас все негативные взносы, штрафы, оплата за негативное воздействие на окружающую среду пойдут на ликвидацию ущерба на территории республики. Это у нас, допустим, есть наши старые хвостохранилища, также вот советское наследие, когда работали крупные предприятия в сфере золотодобычи, оловодобычи. Вот, например, сейчас мы ликвидируем Куларскую золотоизвлекательную фабрику по нацпроекту «Экология», а со следующего года вот аккумулируется, так скажем, фонд всех вот этих взносов экологических платежей. И за счет них мы будем ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среды. В этом году совместно с муниципальными образованиями мы сформировали план действий, так скажем, на следующий год. Утвердили его уже Минприроды России, и с следующего года начнется реализация этого проекта. Вот если говорить о зеленых платежах, о каких суммах примерно идет речь? Ну, суммы достаточно внушительные. Суммы внушительные, скажем, в масштабах республики. Но вот есть, говорю еще раз, график, очередность. Возросла ли ответственность вообще промышленных предприятий по охране окружающей среды? Ну, на самом деле, она и не падала. У них, могу сказать так, ответственность возросла у самих предприятий. Они в этом году, все предприятия, наши недропользователи, у них есть среднесрочные программы экологические, уже 10 миллиардов вкладывают совместно в охрану окружающей среды. Это очистные станции, там, строительство полигонов, твердых бытовых отходов. Вкладываются также биоразнообразие. Ну, 10 миллиардов, сумма, я думаю, внушительная в масштабах нашей республики. Сумма очень серьезная, действительно. По рейтингу Якутия стала лидером Дальнего Востока по лесным доходам. Вот каковы итоги в этом году? Ну, да, республика у нас является администратором поступления доходов в бюджет Российской Федерации. В этом году 2,3 миллиарда рублей от поступления от арендных платежей по лесным. Ну, все знают, у нас большие линейные объекты, Сила Сибири, Газпром, плюс работают крупные компании недропользователи, даже Алроса, Газпром, Сургутнефтегаз. А вообще, что в себя включает это понятие лесные доходы? Ну, аренда. То есть аренда участков, Аренда получается, лесных да? участков, да. Основные доходы от этого идут. Какие работы проводятся по безопасности инженерных сооружений и на объектах водохозяйственного назначения? Ну, по безопасности, наверное, два объекта следует назвать. У нас есть такой объект накопленного вреда, сложный, опасный. В Алданском районе это Лебединская, тоже золотоизвлекательная фабрика, которую мы обслуживаем во время паводков, безопасность прохождения паводковых вод обеспечиваем. И депутатский ГОК. Вот два объекта, так скажем. Ну и мы строим берегоукрепление в поселке Верхний Вилюйск на реке Вилюй. Реализация 24 год, в этом году начали, вот проект должен за 3 года быть реализован. Также планируем строительство дамбы в Верхоянском районе, в поселке Верхоянск. Ну и есть, конечно, планы по Намскому району, село Опаны, Графский берег.
Ну и, конечно же, разрабатываем проект комплексной защиты всего города Якутска, начиная с Табаги до Кангалас, практически всю долину Туймаду. Но это долгосрочный проект, еще 2 года будем предпроектные работы идут, сложный долгосрочный проект. А вот на сегодня мы уже реализуем, еще раз скажу, Верхневилюйск, стоимость проекта практически 1 миллиард рублей. А вообще вот такие инженерные сооружения, как сказываются на экологии в целом, если говорить? Ну, на экологии они негативным образом не отражаются. Это больше мы спасаем население, населенные пункты от негативного воздействия. Вот это одно из полномочий Министерства экологии. Негативное воздействие. Вот есть такие сооружения, как берегоукрепление. Это когда водой размывает берег, и вода подходит все ближе и ближе к жилой застройке, к домам. И в какой-то момент может, как говорится, смыть дома уже. Поэтому мы берега отсыпаем, укрепляем. И есть дамбы, тоже берегозащитные укрепления. Это там, где берег не размывает, но уровни воды в период паводков или весеннего половодья затопляют населенные пункты. Ну, вот, оберегаем таким образом населенный пункт от воздействия негативного. Вот насколько улучшилась ситуация по организации вот превентивных мероприятий по паводку и к пожароопасному сезону? Ну, что касательно по паводку, мы занимаемся в период, перед весенним паводком, зачернение льда на реках Амга, Алекма. Ну, считаем результаты положительные в тех местах, где мы проводим эти превентивные мероприятия. Затороопасное явление уже не наблюдается в последние годы. Ситуация улучшилась. Но по пожароопасному сезону этого года, тут мы, наверное, могу сказать уверенно, мы рекордные показатели получили. Площадь лесных пожаров в этом году сократили относительно прошлого года в 14 раз. Если в прошлом году было около 8 миллионов гектар, в этом году 500 тысяч гектар. И количество пожаров, тут, конечно, не все от нас зависело, но, тем не менее, весенние пожары, я считаю, отчасти наша заслуга. В том году было более 1500 лесных пожаров, в этом году около 1500. А вот с чем связан рост эффективности проведения таких превентивных мероприятий? Может быть, это финансирование или новые Профилактическая технологии? работа, в первую очередь, профилактическая работа с населением. Потому что, допустим, весенние пожары, май, и осенние, сентябрь, да, это 100% практически, можем сказать, антропогенный фактор. Это неосторожное обращение с огнем населения, так называемый сельхозпало, у нас еще традиции существуют такие. Плюс техногенные, линии ЛЭП где-то могут во время ветра искру дать, и воспламенение происходит. А в летний период, более 90%, наверное, мы считали по этому году, более 96% это природные пожары. В результате грозовой деятельности. У нас на территории республики в этом году 6 грозопеленгаторов было установлено, и все лесные пожары практически подтверждались. Там, где возникал пожар, мы проверяли данные грозопеленгации, и действительно в этих местностях была отмечена высокая грозовая активность. Вот так вот у нас финансирование увеличено, в этом году было в 5,5 раз. Федеральное финансирование 5,5 раз. Тушение лесных пожаров – это федеральное полномочие, на самом деле, переданное субъектам. И в 2,5 раза республиканское финансирование. Мы хорошо экипировали наше лесопожарное формирование, увеличили численность в 2 раза. Практически с 500 до 1119 человек. Сократили зоны контроля на 10 миллионов гектар. И в этом году мы обслуживали 50 миллионов гектар. Если в прошлом году 37,5 миллионов гектар, в этом году 50 миллионов гектар. У нас на мониторинг было законтрактовано более 5000 часов. Авиационный мониторинг. У нас помимо космомониторинга система есть ИСДМ Рослесхоз, которая через спутники наблюдает за пожароопасной ситуацией на территории республики. Но она не видит маленькие очаги. Когда плотная облачность, также не видит. У нас есть 21 авиаотделение. Есть у нас подведомственное учреждение авиалесохрана и 21 авиаотделение. И самолеты с этих отделений совершают патрулирование по территории своего авиаотделения, которое включает где-то 1 УЛУС, где-то 2-3 района. Вот так. И обнаруживаются пожары. Есть активный мониторинг, когда в самолете Ан-2 летит сразу группа парашютистов, и они сразу десантируются на пожар и ликвидируют его. Где-то бывает пассивный мониторинг, обнаруживаем пожар, возвращаемся или сообщаем уже по радиосвязи, и наши десантники пожарные на вертолете вылетают на пожар и тушат его. Так как все знаем, что у нас республика огромная, территории большие, местами безлюдные, нет дорог. Поэтому основное эффективное средство тушения – это авиация. Но если говорить о новом пожароопасном сезоне, сохранится ли финансирование на этом же уровне? Да, сейчас как раз уже дорабатываем эту последнюю неделю по финансированию. В целом финансирование у нас сохраняется на уровне этого года. Как раз сейчас идет распределение бюджетной проектировки. Считаем, на какие виды работ, сколько средств заложить. На том же самом уровне. Но сейчас проект у нас есть по увеличению
обслуживаемой территории. Мы еще планируем сократить зоны контроля еще на 20 миллионов гектар. Это практически на 40% от того, что мы охраняем. У нас численность лесопожарного формирования, вот я как говорил, 1119 человек. Ну, это норматив на 40 миллионов гектар где-то, а мы вот со следующего года планируем охранять уже 70 миллионов гектар. А Ну, площадь то есть не лесного будет расти фонда финансирование у в нас любом случае. 250 миллионов гектар. 250 Да, в миллионов республике гектар. 255 миллионов гектар. Если площадь республики сказать в гектарах 310 миллионов гектар, то 255 миллионов – это площадь земель лесного фонда, где мы должны тушить лесные пожары. Ну, все понимаем, у нас такие огромные территории, что на вертолете даже в одну сторону, бывает, до пожара не долетишь. Да? Колоссальные объемы, действительно. Большинство жителей республики интересуют вопросы территориального охотоустройства, вот, организации рыболовства. Какие инновации были введены в этом году в этом направлении? Ну, в этом году мы разработали и утвердили схему охотоустройства. По рыболовству, что скажем, идет работа по формированию рыболовных участков. Их уже более 1054 рыболовных участка сформировано. Там большая часть, конечно, более 950 это для промышленного рыболовства. Часть есть тоже значительная для 67, по-моему, для осуществления рыболовства коренных малочисленных народов Севера, для ведения их традиционного образа жизни. Ну и начали сейчас вот активную работу по организации любительских рыболовных участков. Ну и как у нас деятельность министерства переходит в электронный вид, в частности, на портал госуслуги? Расскажите об этом. Ну, в этом году мы планируем вот оставшиеся 12 госуслуг перевести в электронный вид. И со следующего года министерство будет полностью в электронном формате То есть предоставлять оказывать все виды государственных услуг. Да. Мгм. В этом году, кстати, вот когда пожары, паводки были в Верхоянском районе и Кобяйском, мы первые в России компенсацию населению пострадавшему Мгм. от паводка, финансовую помощь, материальную помощь провели вот через портал госуслуг. Это впервые в России было такое, мы первые. Также мы первые договора аренды лесных участков перевели в электронный формат. В России первые. Хотя вот было 3 региона, опытные, так скажем, пустили, но мы первые провели. Тоже можно, так сказать, похвастаться этим. Ну что ж, Евгений Андреевич, результат хороший. Благодарим вас за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в дальнейшей работе, ну и поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо. Также, пользуясь случаем, хочу всех жителей республики и вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.